Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня мы будем о дне сегодняшнем. Точнее говоря, у нас фактически 3 месяца до выборов президентских осталось. Тем не менее, по большому счету мы не говорим о дне завтрашнем. Да? То есть наш весь внутренний дискурс, он свелся к некой внешнеполитической составляющей, к российско-абхазским отношениям, к тому, что происходит в Грузии. И в этом контексте мы, наверное, все-таки будем придерживаться этой линии, да? и хотя бы узнать почему. Да? То есть сегодня у нас в гостях руководитель общественной организации «Инвасодействие» Алхаз Тхагушев. Алхаз, добрый день. Я начну, наверное, с того, что как-то у нас искусственно все очень много, знаешь, каких-то вещей, да, то есть мы последнее время мы не говорим ни о тех проблемах, которые у нас есть, по большому счету, а там с годами мы к ним привыкли, о том, что нам необходимо реформировать там систему управления, нам надо бороться с коррупцией, нам надо, в общем-то, подумать о каких-то изменениях там, в экономической сфере, как в подходах, по крайней мере. Да? Все сводится к тому, что весь диалог между властью и оппозицией, он как-то плавно перешел на исключительно там российско-абхазские отношения, да, и здесь крайне важно, что этот весь диалог, он в каких-то очень негативных тонах происходит, который непосредственно влияет, я так думаю, и на умонастроение обычных граждан, и на реальный климат в российско-абхазских отношениях. И у меня ощущение, что это какое-то такое искусственное такое направление действий в этом направлении, в общем-то. Я понимаю, что с одной стороны, наверняка, если придерживаться этой линии, то ничего хорошего там в российско-абхазских отношениях ничего не ждет. То есть это такая достаточно пессимистическая перспектива, но с другой стороны у меня ощущение, что через эти опасения каждый кто-то решает свои какие-то определенные задачи. Я бы хотел, чтобы ты, наверное, как-то свое какое-то мнение высказал по этому поводу. Давай вспомним 2008 год. Момент признания, да, Российской Федерации, Абхазии. И я помню, какой был тогда настрой, в том числе такой мотивчик звучал очень явно, то, что наконец мы сможем заняться полностью, целиком погрузиться в свои внутренние проблемы. Помнишь же, да? То есть это постоянное напряжение, там, угроза начала новой войны и так далее. Это все было всегда на повестке, да, и эта тема не уходила. И тут вдруг мы с этим как будто бы, в какой-то степени развязались, какие-то гарантии мирного существования, и мы можем погрузиться в свой внутренний контекст и начать действительно, не отвлекаясь, что-то делать. И что же после этого произошло? Какие-то серьезные реформы были проведены. Да, страна наша развивалась так или иначе. Нельзя не замечать изменений, там, скажем, за последние 10-15 лет. Понятное дело, что что-то происходит. Причем это что-то происходит там, и в сфере бизнеса, и в общественной жизни, и в культурной жизни и так далее. Но можно сказать, что какие-то фундаментальные вопросы, связанные с системой государственного управления, с эффективностью этого нашего госаппарата, и прочими вещами, связанными с этим, там, как энергетика, как, можно перечислять там здравоохранение и
и так далее. Эти вопросы так и остаются повисшими. И когда у тебя нет ответов, когда ты понимаешь, что нужно принимать непопулярные решения, ну, я говорю сейчас об абхазском политическом классе, и ты не можешь себе этого позволить, да, потому что, ну, придется кого-то увольнять, кого-то двигать и так далее. И, в общем, это серьезное испытание, да, взять на себя такой груз ответственности. И вот у нас уже который раз меняется власть. Недавно я что-то так считал, по-моему, у нас это вот сейчас вот 8-е будут, да, президентские выборы, какие по счету. Ну, то есть мы даже как бы... Потеряли счет. Да, мы им потеряли счет. То есть можно уже затрудниться ответить, какие по счету. А проблемы-то остаются. Да? То есть каждый раз мы слышим, что государственный там, чиновничий аппарат нужно сократить. И каждый раз, каждая новая власть только наращивает, только прибавляет. Как это получается? Ну, вот так. И если ты не можешь чего-то сделать, то, соответственно, ты начинаешь заниматься имитацией. То есть ты имитируешь бурную деятельность, процесс, мы туда, мы сюда, вот мы сейчас с майнингом будем бороться, мы вроде его уже побороли, а потом через несколько лет оказывается, что нет, что опять нужно начинать бороться, понимаешь? Ну вот так. То же самое с ДТП, например, да. Ну, просто этот президент как бы что-то конкретное сказал по поводу там снижения, там пообещал, да, снизить ДТП. Но это же, помимо этого президента, если мы посмотрим дальше, то есть все послевоенные годы у нас катастрофы в этом плане. И мы ничего не предпринимаем, мы каждый раз занимаемся бурной имитацией, к сожалению. Это вот так у нас устроено. И прежде всего это связано именно с чиновничьим вот этим, с чиновничьей этой деятельностью, с госаппаратом, потому что если мы посмотрим на бизнес, ну давай вот сравним просто результаты, да, достижения, так скажем. У нас вполне себе 2 сотовые компании. Ну, на мой взгляд, да, ну вот, есть с чем сравнивать, да, выезжаем и так далее. У нас очень и очень достойный уровень. 2 современные высокотехнологичные компании появились, выросли. Никто их нам не помогал как бы делать. Ну вот была частная инициатива, да, какой-то бизнес сюда там зашел, они с кем-то там сотрудничают, прежде всего с российскими компаниями, приглашают там каких-нибудь там, ну я не помню, там финнов, китайцев и так далее. То же самое там, посмотри, виноводы. Пожалуйста. То есть много таких компаний, ательеры, там, скажем, очень интересные какие-то проекты делаются. И там нет государства. Везде, где у нас есть государство, везде у нас мутная водица. Везде, где госаппарат, к сожалению. То есть нигде в мире вообще, в принципе, нельзя сказать, что считается, что государство эффективный собственник. Но это такое неизбежное зло. Но у нас это прямо катастрофа, честно говоря. И вот имея в виду эту подмену, когда нечего, не о чем говорить, тогда это все подменяется спекуляциями. Если до 2008 года там, и чуть ближе к тем временам в основном спекуляции были на тему там, грузино-абхазских отношений, то сейчас этот груз ответ, там уже та повестка уже она просто столько раз проиграна, да, столько раз, как бы, когда ты эту спекуляцию пускаешь, ну, устают люди, они уже не верят. Теперь появился новый жупел у нас, это, значит, вот спекуляции на российско-абхазских отношениях. И они прежде всего ведь происходят отсюда, из Абхазии. А потом уже мы видим какие-то отклики с той стороны, вот сейчас вот приезд Затулина и так далее. Но это все же, воду-то мутим мы сами здесь, наш так называемый политический класс. Тем не менее, вот реальная все-таки повестка в российско-абхазских отношениях, она все-таки так переживает кризис. Переживает кризис и наверное, вот из-за
вот этой нашей чиновничьей, я не знаю, вот как это все назвать, в общем-то, вот люди, которые, в общем-то, от лица Абхазии там участвовали во всех этих составлениях этих документов, подписании и так далее, я особо не вижу, если честно, там, ну, сами соглашения, названия, в принципе, как бы очень нужные вещи, да, но вся суть-то обычно как бы в деталях, которые там излагаются, да, и вот эти детали, они, оказывается, как бы создают действительно вот кризис в этих отношениях, да, и мы говорим о гармонизации, да, вот, в общем-то, о гармонизации, но реальности это выходит, что это не совсем гармонизация. Допустим, я смотрю в некоторых соглашениях, то есть вот по нашему законодательству международные договора, они выше внутреннего законодательства, то есть они перекрывают законы. Если ты там какие-то моменты, они вступают в противоречие там, с внутренним законодательством, и вот как бы они больше имеют силу. В России от этой практики отказались несколько лет тому назад. То есть здесь мы в этой гармонизации мы как-то расходимся. Но я смотрю, что вот периодически вот эти все как бы соглашения, которые на слуху, которые там вызывают особый резонанс в абхазском обществе, очень много таких моментов, где они, в общем-то, противоречат нашему законодательству, иногда и даже конституционным законам. Да? Но я понимаю, в любом случае вот обсуждение, там, формирование вот этих проектов, они происходят на двусторонней основе. Да? То есть люди, которые от абхазской стороны участвуют, я понимаю, там российская сторона, она защищает свои интересы, она проталкивает свои интересы. Это вполне естественно и понятно, да? То есть, но я не вижу, вот когда я смотрю, вот в частности, вот сейчас будет обсуждаться опять в парламенте, идет обсуждение, да, и я так, по моей информации, уже в ближайшее время состоятся комитетские слушания по соглашению по инвестициям, да, и в общем-то, ну, там есть вещи, которые, ну, абсолютно противоречат нашему законодательству. Ну, там, по крайней мере, один из пунктов говорит о том, что земля может быть использована в качестве залога. То есть у нас земля вообще не является предметом купли и продажи. И если эта земля, в общем-то, не является предметом купли и продажи, то каким образом она может стать залогом в какой-то коммерческой сделке? То есть, с одной стороны. С другой стороны, я смотрю, там есть пункт, касающийся там банковского дела, да, то есть для вот этих инвестиций специально будут открыты здесь банки, которые не будут иметь никакого отношения там к нашему банку Абхазии, то есть они вне его юрисдикции и так далее, и что опять же как бы противоречит нашему законодательству. То есть мы как-то очень легко вот такие вещи допускаем. И в итоге у нас выходит, что если мы под такой, если такая тенденция распространится, то фактически у нас там будет как бы наше законодательство, она будет подменяться вот этими как бы соглашениями, международными соглашениями, да, то есть и там везде как бы прослеживается некий бизнес, и как бы у нас нашу конституцию, в принципе, наше законодательство со временем может быть там биль о правах инвесторов, да, там подменить, да, там аналогии у меня такие возникают. Вот почему нельзя, вот как бы, наверное, спрашивать со своих людей, которые там участвуют в этих как бы обсуждениях там, от лица Абхазии и так далее, да, то есть они, видимо, наверное, как бы с одной стороны там соглашаются, что вот
вот такой документ в качестве проекта годится, да, и потом здесь возникают как бы проблемы. Я как знаю, сейчас парламент внес свои изменения и замечания к этому соглашению, но по моей информации как бы российская сторона с этим не согласилась. То есть это опять же какой-то такой испорченный телефон, потому что никаких заявлений по этому поводу не было. Этот документ еще не подписан на правительственном уровне. Тем не менее, вот как бы вот есть некий проект, который рассматривался абхазской стороной, и вроде бы этот проект был на уровне там межправительственном, был подготовлен. И парламент сейчас его рассматривает. То есть, ну, ты смотришь на этот документ, и ты не видишь, в общем-то, ну, вот, как бы такой, что это был документ, в котором обе стороны заинтересованы. То есть, такие, какой-то компромиссный документ и так далее. Ну, я не буду как бы изображать из себя эксперта в сфере инвестиций, как мало что в этом понимаю. Ну, краем уха что-то слышал тоже, какие-то опасения, вот, ну, за, против, что-то такое говорилось. Но давай поговорим, в принципе, о том, как этот процесс устроен. Потому что вот мне лично, как гражданину Абхазии, не совсем понятно, как вот логически это все устроено, да, вот каким образом появился, например, этот документ по гармонизации, какие документы туда внесены, почему они внесены. Я тебе скажу такую курьезную историю, как я узнал впервые об этом документе, об этом списке по гармонизации. Наша организация готовила такую инициативу по, ну, чтобы в Абхазии был принят закон об основах по социальному обслуживанию граждан. Ну, мы видели в этом большую перспективу. Я общаюсь там с российскими нашими коллегами и знаю, что, ну, многие как бы хвалили. Когда мы посмотрели, рассмотрели, это как бы задает такие основы социального предпринимательства, да? Базовый закон. И вот мы подготовили, наш прекрасный юрист, вот Майя Широкова, она пошла в парламент, чтобы прозондировать почву и как-то вот, ну, понять, под каким соусом это блюдо лучше туда подать. И приходит и говорит мне: слушай, а ты знаешь, мне сказали, что вот есть такой как бы документ по гармонизации, и там этот пункт, с которым мы пришли в парламент, мы, общественная местная организация, пришли в парламент с этой инициативой, он там есть. И нам, ну, там в аппарате парламента их сказали: слушай, ну вот это ровно то же, что вы предлагаете. Ну, я прям вот впервые я услышал об этом документе вот таким образом, чтобы ты понимал. И потом, вот когда впервые случился этот казус с тем, что там что-то где-то задержали, или как Сергей Миронович нам сказал, что это типа как санкции, да, в его представлении. Это же было вот как раз по тому законопроекту, которые мы предлагали. Это очень полезный, хороший и нужный, важный законопроект. Здесь тоже нужно, мне кажется, вот понять нам такую вещь, что там много полезных вещей происходит, но то, что со знаком плюс, почему-то не высвечивается. Да? Здесь, как бы, наверное, и вот вам, медийщикам, как бы, и нам всем такая задачка. Потому что мы всегда упираемся, и всегда звучит громко вот в информационном поле то, что, ну, вызывает проблемы. Ну, так, наверное, везде в мире устроено. Это всегда более, что ли, смотрибельно, да, читабельно и так далее, то есть привлекает внимание. А вот то, что фоном проходят как бы полезные, хорошие вещи, и они принимаются и начинают работать, это, ну да, что-то говорится, но это не привязывается вот к этому, например, списку по гармонизации. Если мы посмотрим, я думаю, что там сильно соотношение будет в пользу того, что вот есть много полезных вещей, просто их нужно тоже осветить, нужно высветить, нужно рассказать людям, что вот, например, ну, это моя тема просто, я вот тебе говорю, вот так случилось, что вот один из этих законопроектов, который туда внесен, получается, что, ну, вот так я узнал об этом. А что касается вот этих вопросов, мне интересно понять,
есть ли какая-то переписка предварительная, например, да, вот по любому вопросу, например, по этому инвестсоглашению или там по недавнем принятому там, по судебным, да, по арбитражам и так далее, да, по апартаментам. Просто хочется понять, и я подозреваю, и у меня есть серьезное основание вот в этом, что никакой предварительной работы в этом направлении не ведется. Когда этот документ был, значит, положен на стол, да, там, не помнишь, кто там, межправкомиссия или что, какой-то там совместный российско-абхазский орган, я знаю просто вот нескольких абхазских чиновников, которые сделали удивленные лица там. Ну, не потому, что они за или против были, а потому, что они как бы были изумлены тем, что ну, вроде бы их ведомства привязаны к этому, а никакой предвариловки не было. И отсюда возникает вопрос. А, собственно, как эта конструкция вообще складывается, из чего складывается? Наверное, это первый опыт для нашего государства, да, или один из первых подобных опытов. Да, все же мы ни с кем свое законодательство раньше не гармонизировали, вроде, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, наверное, тогда имеет смысл критически осмыслить весь этот процесс. И, кстати говоря, парламент, ты помнишь, да, в случае там, с соглашением по Пицунде, да, после, когда вот уже была известная нота, была сюда прислана, для того, чтобы во второй раз как бы не подставляли парламент вот сделал такую резкую отсечку. Причем это прежде всего делали провластные депутаты, да, и тот же спикер. Они очень быстро приняли это решение, что предварительно должно с нами обсуждаться. И здесь мы как раз, мне кажется, это хорошо, вот эта тема, она хорошо высветила в том числе и вот эту ущербность нашей нынешней системы государственного управления. Мы же говорим про конституционную реформу постоянно. А как оказалось, да, вот я смотрю, да, вот президент поехал и подписал, и премьер. Но это одна ветвь власти. Вот логическая цепочка, она вот там рвется, в этом месте, потому что никакого отношения к этим подписям вот этих двух людей не имеет парламент у нас. Если бы у нас, вот предположим, парламент принимал прямое участие, да, в процессе формирования правительства, тогда да, понимаешь? То есть получается вот эта история с этой такой кризисной ситуацией, она нам показывает в том числе и здесь. То есть мы не предполагали, но сама жизнь нам показывает, что и в том числе в отношениях с нашим стратегическим партнером наша модель нынешняя, да, вот такой суперпрезидентской, почти царской власти, да, вот такого перегиба в эту сторону, она и там ущербна. То есть она и там нас подставляет. Это, еще один, мне кажется, огромный большой повод для того, чтобы наконец понять, что нужно сбалансировать эту ситуацию, нужно дать больше полномочий парламенту. И если мы дадим эти полномочия парламенту, когда президент будет подписывать, да, то будет какая-то связка. То есть если парламент влияет на формирование правительства, значит парламентское большинство, грубо говоря, оно привязывается к этой ответственности. А сегодня, извините меня, 35 депутатов. Я вот пытаюсь понять, вообще, мне кажется, нужно какой-то правовой анализ этой ситуации, вот этой коллизии сделать. Потому что каким образом, и, кстати говоря, говорили, что не было никаких обещаний. Вот на недавней встрече, позавчера, когда Константин Затулин встречался с нашей оппозицией, он сказал это открыто, что были нарушены обещания. Мы и так это знали, что как бы земля абхазская слухами полнится, что такие обещания были даны. Но почему парламент, почему общество наше, почему вообще вся Абхазия должна отвечать за обещания этого человека или этих людей каких-то, которые не имели никаких полномочий
исходя из нашей Конституции, исходя из того конструкта системы государственного управления, они никаких полномочий, никакого права не имели от имени парламента там что-то говорить. Но при всем при этом надо все-таки выпутываться вот из этой ситуации, которая сейчас сложилась. Да? Обещания, как бы ни говорили, тем не менее, от имени Абхазии подписал президент и премьер-министр. Подписали, да, и там сейчас вот в эти тонкости вникать, это не судебный какой-то процесс идет, где ты там сидишь и разбираешь, там, где же все-таки истина. Ну, вот есть такое, да. Президент Абхазии подписал, взял на себя какие-то обязательства, и мы должны их выполнять. Но речь ведь не об этом идет даже, да, понятен список, да, вопросы там есть очень нужные там законы. Я вообще считаю, что там очень много там нужных соглашений, но опять же все заключается в сути тех или иных соглашений, тех проектов, которые представляются. Я говорю о том, что ладно, там президент взял обязательства, но у тебя есть чиновничий аппарат бюрократический, который должен работать над этими документами. Ты взял обязательство, что ты примешь вот эти нужные, там, я не исключаю, для Абхазии нужные там соглашения. Но работать над соглашением-то нужно так, чтобы это было действительно интересно твоему народу, твоим гражданам, как бы развивало бы твое государство, там, укрепляло бы твою безопасность и так далее. Но я вижу, что вот этой работы у нас как таковой не ведется. Да? То есть мне показывают там одного министра, второго министра, и они там доказывают, что как бы, ребята, мол, вы ничего не понимаете, типа, это все очень как бы перспективно и очень хорошо для Абхазии, но я первое, что я вижу, это внутренний кризис в Абхазии. Да? То есть это люди, которые обеспокоены действиями этих людей. И мне кажется, вот это хорошо, что парламент после Пицунского, по соглашению о Пицунской госдаче, он принял вот такой документ. Но сейчас важно, допустим, да, идет процесс обсуждения, но опять же возникают какие-то проблемы. Мне кажется, важно, чтобы парламент настоял на том, чтобы вот эти замечания, они вошли в этот документ, или, по крайней мере, уже активно обсуждались, да, как бы на правительственном уровне, где идет утверждение этого проекта. Но вот этой работы нет. То есть наши просто говорят, нет, не принимают. Что значит не принимают? Или это, опять же, какой-то блеф, какая-то имитация и так далее. Тем не менее, все-таки, если уж так сложилось, наверное, если вот какой-то возникает тупик, с одной стороны, этот тупик еще как бы усугубляется тем, что в обществе нет особого доверия, да, допустим, к власти, которая там вот это инициировала, да, но мы это не можем измерить никакими рейтингами. Единственный рейтинг, который реально существует, это президентские выборы. До них недалеко 3 месяца, да, и сейчас оппозиция предлагает отложить вот эти вопросы. Насколько это вообще как бы реально? Или мы будем как бы давить и давить на эти процессы, чтобы эти процессы вот сейчас произошли именно до президентских выборов? Ну, я думаю, что политика – искусство возможного. То есть, если есть возможность у власти сегодня продавить, она будет пытаться это делать. Если оппозиции выгодно положить долгий ящик, да, до выборов не возвращаться к этому вопросу, ну, оппозиция, ну, понятно, что две эти силы, их исходные, они радикально как бы разнятся. Вот. Но если мы смотрим на вот эту ситуацию как на кризис российско-абхазских отношений, то мне кажется,
что в этой ситуации мы прежде всего должны переосмыслить сам процесс, вот о чем я говорю. И ты хорошую мысль, кстати говоря, сказал по поводу... я не буду заниматься гаданием на кофейной гуще, я не знаю, что они в итоге сделают. Мы с тобой можем, повозмущаться или, наоборот, похвалить кого-то и так далее, но там есть депутаты, что-то они будут принимать. Есть оппозиция, она свое слово сказала и так далее. А вот ты интересную мысль сказал по поводу того, что Российская Федерация сейчас в этих условиях отменила этот примат международных соглашений над своим законодательством. Таким образом, они как-то себя обезопасили от каких-то возможных нежелательных для России в нынешних условиях геополитических, каких-то решений международных судов или еще чего-то. А почему нам не пойти таким путем? Например, если мы говорим о гармонизации, это вполне себе конкретная практика в Российской Федерации. То же самое, кстати говоря, касается еще одного возможного охранного механизма, такого универсального, это закон о национализации. А почему нет? То есть, если у нас есть серьезные опасения, есть такие возможные угрозы, давайте примем закон о национализации. То есть, если наши земли под какой-то проект будут отданы, я не знаю, еще что-то будет сделано, чтобы абхазское государство могло откатить. И каждый инвестор, который, возможно, я не хочу я предполагаю, что в основном это люди порядочные, и у них хорошие намерения, но если кто-то хочет половить рыбку с нашим коррумпированным каким-нибудь чиновником, или чиновниками, предположим, сделаем такое предположение, неудивительное для современной Абхазии, с какими-то инвесторами. То есть, когда эксклюзивные условия какие-то создаются под какой-то проект, мы знаем, есть такие вещи, когда много земли отдано, а потом пустота. Когда скажем, что недавно вспоминали, форелевое хозяйство, типа приватизировано. То есть было рабочее вполне себе, возможно, с какими-то проблемами, но все же это рабочее предприятие было. А сейчас все заросло бурьяном. То есть в этом случае, чтобы абхазская сторона могла откатить любую такую ситуацию проблемную, то есть кто-то прихватизировал таким под шумок, таким не вполне честным образом в связке с нашими доблестными коррумпированными чиновниками, и чтобы этот инвестор знал, что он может погореть на этом, что у нас будет такой инструментарий, который позволяет нам изъять это дело и вернуть обратно в собственность абхазского государства. Вполне себе нормальная, мне кажется, рабочая тема. Но я не знаю, я не юрист, не экономист, и так далее. Это нужно прорабатывать. Но я знаю точно, что сегодня в той же Российской Федерации этот инструментарий вполне себе активно используется. Вообще по миру уже активно используется. Но это нормально везде. Вообще там, где есть возможность что-то приватизировать, должна быть возможность что-то национализировать. Какие-нибудь железные дороги в Британии, в Великобритании когда-то были приватизированы, потом государство на каком-то этапе своего развития поняло, что нужно обратно изъять, а потом опять приватизировали и так далее. То есть это нормальная ситуация. И если мы таким образом, наверное, разовьем эту тему, такой охранный механизм был предложен и принят в виде сопутствующих законов, кстати говоря, по Пицунскому кейсу. И он вполне себе сработал, как мы видим. Наверное, так нужно делать. То есть, в принципе, я думаю, что здесь нужно проявлять какой-то, наверное, творческий, креативный подход к этому делу и понимать, что если есть какие-то... я думаю, что, наверное, в России люди сидят и смотрят, сложно многим чиновникам российским понять наши опасения, связанные с возможным демографическим дисбалансом, если мы говорим о самом проблемном таком вопросе в этом списке, это вопросе,
тот же Затулин, кстати говоря, спасибо ему большое, он многие вещи как бы вот из тени вывел тоже своими комментариями. Он сказал, ну это же, мы же понимаем, что это вопрос продажи недвижимости, да, жилой. Ну, так оно и есть. Как ты ее не переупакуй, эту тему, да, там, в апартаменты, а потом в развитии восточных районов Абхазии, мы все понимаем, о чем идет речь. Как, под каким соусом ты это блюдо не подавай, мы, ну, тоже не фраера здесь. Ну, видим и понимаем, о чем идет речь. И уже не первый год, и уже, можно сказать, больше 10 лет эта жвачка как бы жуется при разных президентах. Мы же прекрасно это знаем. Да? Вот, поэтому нам нужно, как бы, мне кажется, вот такие охранные механизмы вводить, и чтобы потом никто не обижался. Что Абхазия реально может откатить, если увидит вот такие вещи. Да, там мы говорим там опасения, что какой-то там возможный грузинский инвестор, да, будет стоять за чем-то. И если вдруг это все выяснится, мы в любой момент можем зарубить эту тему и откатить на ноль. Ну, предположим, это просто мое предположение. Не знаю, насколько оно верное, но вот я как бы думаю, что вполне себе рабочая тема. Переключимся. Вот ты сказал, грузинский инвестор, мы переключимся, вот как бы воспользовавшись этим, переключимся на Грузию. Сейчас там парламентские выборы ожидаются, там есть определенный крен, который там грузинская мечта проделала, как бы меняя свой геополитический курс. И так или иначе, вот как-то это увязывалось, по крайней мере, у Иванишвили, что с восстановлением, неким восстановлением территориальной целостности, там все как-то очень мутно проговаривалось, да, и сейчас, в общем-то, и пик, наверное, пришелся на где-то в августе, когда Иванишвили заявил о том, что вот перед осетинами там придет время, да, мы должны будем извиниться, да, и грузинская мечта собиралась в случае победы там на парламентских выборах там провести своего рода Нюрнбергский процесс над Саакашвили и его партией «Национальное движение». И ожидалось, что про Абхазию тоже будет в дальнейшем сказано. То есть вот эту речь, посвященную осетинской теме, он говорил в Горе, то есть непосредственно у границы там, с Южной Осетией. Там и, вообще грузинская политическая элита, она любит какие-то символизмы. Да? То есть и предполагалось, что там, по крайней мере, грузинские эксперты говорили, что вот когда он будет выступать в Зугдиде, он там уже скажет про Абхазию. Да, да, нечто подобное, но Абхазии пока не случилось, и восприятие грузинского общества было отрицательным. По крайней мере, рейтинги там показали, что там 85% выступило против всяких извинений там, Грузии перед осетинами, тем более там против этого своего рода грузинского Нюрнбергского процесса. И тональность, по крайней мере, премьер-министра Грузии, который там выступал в Нью-Йорке недавно на Генассамблее ООН, она абсолютно изменилась. То есть ни о каких извинениях, ни о каком подписании там, соглашения о ненападении, что, опять же, как бы какие-то подозрения в грузинском, опять же, экспертном сообществе были, что вот он выступит с заявлением о том, что Грузия готова подписать такого рода соглашение о ненападении. Но ничего этого не было. И было единственное, там, мы любим условно там, абхазов, грузинов, абхазов, осетин, да, и пусть они придут к нам, мы их там обнимем, расцелуем и так далее. То есть это такая вот обычная, безответственная, как бы такая лубочный вариант решения
и грузино-абхазского, и грузино-осетинского конфликта, который он, в принципе, и был и при Шеварднадзе, и был и при Саакашвили, и сейчас, в общем-то, при Иванишвили, который, в общем-то, пытался осудить Саакашвили. То есть, в общем-то, в отношении абхазов, в общем-то, мало что меняется взгляд. Я думаю, откатили, и сейчас как бы и Россия тоже как-то она отреагировала на это, да, там вроде бы Лавров сказал, мы будем поддерживать переговорный процесс, но особо тоже подчеркнул, что между этими тремя государствами, да, то есть и так далее, то есть насколько ты думаешь, все-таки это вот такое длинное вступление, вот эти выборы будут определяющими, наверное, вот в грузино-абхазских отношениях. Вот, по крайней мере, создадут ли новый импульс с приходом, я не знаю, со сменой власти или с сохранением там грузинской мечты у власти, да? Придаст ли вот этот все-таки этот выборный процесс, который сильно активизировал все-таки вот эту тематику конфликтов, и с учетом того, что сейчас в мире происходит, новый импульс в переговорах, там, как в грузино-абхазских, так в грузино-осетинских? Ну да, скорее всего, так и будет. Вся вот эта региональная политика, ну, после, например, известных событий вокруг Карабаха, уже статус-кво был нарушен, причем совершенно таким радикальным образом. Что касается нынешнего такого поворота, да, серьезные изменения в грузинском обществе происходят, я так понимаю. И даже если, ну, нужно, мне кажется, я как бы не особо, может быть, хорошо понимаю грузинский вот внутренний этот контекст, но все же я думаю, что вообще говорить о Саакашвили и вспоминать о нем, это уже битая карта. То есть если сегодня даже его вот выпустят из тюрьмы, помилуют и так далее, ну, никто не рассматривает его как вот человека, который вернется и прямо вот ворвется в грузинскую политику и все там перевернет. Да. Что касается там, возможно, вот этого Нюрнберга, ну, это, мне кажется, такое политическое клише не больше. Что касается вообще политики Грузии по отношению к нам. Если мы не особо верим нашим местным абхазским политикам, ну с чего вдруг, с какого перепугу нам вдруг верить во все эти явно манипулятивного такого характера заявления? Ну, я понимаю это так. Если будет подписан какой-то обязывающий правовой документ, то да, я могу понимать любой, там, не знаю, документ там, в сфере экономики, в сфере безопасности, в какой угодно сфере, да, который что-то фиксирует. Ну, тогда я могу понимать, что что-то серьезное происходит. А вот эта вот болтовня политиков, ну, Господи, тем более в период предвыборный, ну, боже мой, можем вспомнить Марка Твена, да. Ну, что там обсуждать? Там, в общем-то, мне кажется, обсуждать нечего. И вот этот как раз лубочный такой подход, к большому сожалению, бессодержательный такой подход, да, к возможной перспективе вот, замирения абхазов и грузин. Я как бы осетины, там у них свой контекст, у них как бы все же определенное различие с нами есть, связанное с тем, что там звучат так настойчиво, тема звучит воссоединение там Северной Осетии, да, в Абхазии ничего близко такого нет. Все же это, мне кажется, принципиальное такое различие. Вот. Ну, я думаю, что нам нужно, конечно, быть проактивными в этой ситуации. Неважно, что происходит в Грузии. Да? Вот мне нравилось тогда, когда, помнишь, нынешняя власть создала вот эту группу экспертную, которую потом критиковали, и оппозиция тоже критиковала, куда входил и ты, и Астик Таня, да, по транзиту.
Это очень важная тема. И как угодно можешь к ней относиться, да, там, дорогой наш зритель, каких угодно убеждений можешь быть, но ее нужно прорабатывать. Потому что если ты ее не прорабатываешь, то за тебя кто-то ее проработает. И на стол, да, положат и скажут: ну вот, наше предложение вам. И мы опять будем догонять вот этот поезд. Зачем? Почему бы нам самим не представить, что нам могло быть для нас выгодным? Потому что рано или поздно, так или иначе, этот транзит будет возобновлен. Я просто в этом не сомневаюсь. Ну, логика событий везде, во всем мире говорит о том, что никогда не бывает так, что вот какой-то путь, какая-то коммуникация навечно будет наглухо, да, тупиком. Так не бывает. Вот, пожалуйста, говорили там про Армению и так далее. А сегодня Армения презентует там этот известный проект, там «Перекресток», да, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот вам, пожалуйста. Тут прям перевернулось все. То есть там тупик-тупик был, и вдруг сейчас обсуждаются такие вещи. Вот. То же самое касается нас. И любой другой темы в том числе. То есть мое мнение такое. То есть нам нужно как бы вот эту митинговщину не пускать в экспертизу. Да? Вот это политическое внутреннее противостояние в экспертизу нельзя пускать. Эксперты должны работать сценариями. И не нужно никого... Вот если мы представим себе, что будет, там, скажем, реализован вариант конфедерации, и кто-то это прочитает и скажет: предатели, эти люди, они предают абхазский народ, абхазские интересы. Ребята, вы должны все сценарии отрабатывать на уровне экспертизы. Все. Которые вам нравятся, которые вам очень нравятся, которые не особо нравятся и которые совсем не нравятся. Но могут быть такие обстоятельства, когда вы и к этому можете быть принуждены. И тогда вы должны понимать, в каких условиях, вот в этих жестких условиях, как вы будете действовать. А у нас мы привыкли так, да, мы идем налегке, никакой ответственности не чувствуем за нашу государственность, типа... А будет ли такой вариант, вот я сейчас вот смотрю на этих людей, да, будет ли такой вариант когда-то, что там российская помощь будет сокращаться? А почему она должна вечно вам идти? Да. Почему вы вечно должны быть в состоянии халявщиков? А с чего вдруг? Кто вам это сказал? Ребята. И потом вот сейчас как бы обсуждают там вот эти опять энергетику, перетоки и так далее. Ну, почитайте, посмотрите российские новости. Министр энергетики Цивилев открытым текстом говорит, что в России дефицит с генерацией, да, что у них в пиковые какие-то нагрузки, а мы, говорит, мы не можем. Мы уже исчерпали советскую подушку безопасности. И в какой-то момент, да, а мы хотим, чтобы нам все на халяву сюда. То есть у нас будут майнеры здесь майнить, они будут обогащаться, а русские, вот, они должны быть такими дурачками. Они должны вот ничего не замечать этого и присылать бесплатную нам электроэнергию. Ну как так? Ну, я буду все-таки закругляться. Понятно, что у нас есть некий технологический сбой, который создает проблемы нам не только внутреннего характера, но и внешнего характера. И нам надо, наверное, вот в этой технологии как-то разобраться, как-то все упорядочить, и чтобы у нас вот как бы в самом начале уже было, в общем-то, ровно, да, и чтобы это в дальнейшем уже не создавало какие-то проблемы. Я буду закругляться. Еще раз напомню, что нас можно смотреть на YouTube-канале «Чегемская правда». Мы, кстати говоря, сейчас, в силу того, что в России у нас много подписчиков, нас много смотрят, и там проблемы с YouTube, мы открыли YouTube, то есть на YouTube зарегистрировались тоже. Также нас можно смотреть на странице «Чегемской правды» в Facebook, где-то какие-то вещи видеть, читать на
сайте chegem.su, это сайт газеты «Чегемская правда». Какие-то мои комментарии в телеграм-канале Алхашик «Чегемская правда». В общем, Алхаз, большое... Читаем, смотрим и даже лайк. Да, Алхаз Хагушев у нас был сегодня в гостях. Алхаз, спасибо. До свидания, до новых встреч.